усіх гарадзенцаў, таксама гасцей нашага цудоўнага, прыгожага гістарычнага гораду. І зараз віншую вас усіх сённяшнім святам і дару вам свае два верша. Першы верш «Восень для каложы». Зараз восень, такая цудоўная паэтычная пара, якая нас заўсёды натхняе, таму гэты верш я прысвяціла нашаму гораду і восені. Па гародні кручыла восень ціхім ранкам, песеньку спявала ёй гараднічанка. У калошскім парку в госці затрымалася, дрэвам экзатычным сонечна усміхалася. Ім дарила вопратку, казачную, новую, вышитую золотом, стражами барвовыми. У букетах восеньских дзіўная каложа, а ў нябёсах цешыцца ўсемагутны Божа. А таксама яшчэ я прысвяціла зорны кастрычнік, месяцу кастрычніку. Гэта было ў тым годзе. Кастрычнік нас сапраўды пацешыў цяплом, таму я яму прысвяціла такі верш. Зорны кастрычнік. Кастрычнік ласкавы пацешыў цяплом, як зоркамі неба успыхнуў святлом. І вось ужо клёны бы свечкі зыхцяць, і лісцікі знічкі на сонцы блішчаць. На кронах рабіна угараць вугалькі, палаюць асіны ля ціхай ракі. А вецер гарэза з дрэў зоркі зрывае, і з зорачак тых дываны высцілае. Віншую яшчэ раз, дзякую за ўвагу. Дякую, Галина. Ну что ж, поважанные сябры, вы памятаете, что я казала сегодня, что у нас не только гродзенцы, у нас зараз представить свою творчесть, крыласка, сябры наши со Шчучина, здаецца, не блізкі свет, але яны сёння завіталі да нас на свята. І гэта у нас народны паэтычны тэатр. Тэатр называецца «Волат». Яны не з самога Шчучына, а са Шчучынскага района. Гэта Астрымскі дом культуры, але яны сёння пачулі аб нашым свяце і з задавальненнем прымаюць удзел. Итак, вы зараз поглядите литературно-музычную композицию «Скарбы бабулиного куфра» по поэме Ларисы Гениуш «Куфар». Был час в нашем крае, сегодня туманный, однесенный хвалю. Час прадзены, тканый, працоўныя руки каханой матулі, усіх накормили, усіх апранули, ад лёну зерняцу до белых полотнаў послала, справа, подкала охотно, не просто, не ровно, а ўсё перабором, под колер краіны чароўным узором. У сердца матуля, живая крыніца, дазволь нам сегодня ля куфра спыніцца, над працей твоей у поклоне согнуться, с помином мозольной руки докрануться, за тое, что нас ты веки опронала, за тое, что легко тебе не бывало. Широкий, высокий, окованный куфар, малеванный боком, с клямкою составе. Не стыдно б такому и на панский хутор. Куфар не замкненный, бо у нас не крали. Загорнула бабка постілку удвоє і нядужай века подняла рукою. У пахучым куфры важно все лежало, что сама бабуля працей рук придбала. Быццам водар с поля пронесло ля хаты,
так запахло лугом, чабаром и мятой. Ах, ляны, ляны, золотые сны, белый кужель, цвет вишневый на грудях ясных. Для моей ножи ев бы им цвести, полный куфор тканой ели, замуж можно идти. Полотна сувои, белые, льняные, лежат быцом сваи тесаные тыни, спраденные тонко, вытканные туго, выбили у их травень соненьком и лугом. Вечерами кольки треба было красти, кольки ткать долити, кокуль купор класти. Стежками у поля вздолж дорожных далел вышитые розно рушники лежали, белые, долгие. Гэтак в час метели студень каля хатаў чисты снег постели. А на их рукой вышиты жаночек синие волошки с маками у вяночек. Голубок и певник, ягоды калины, ноготки рамонки, гожи юргини, по концах корунки тонким павутеннем, альбо переплетом брензли захотели. Покути повесить на образ, у хату, альбо перекинуть через плечи свату, рушника такого не устыдно дзяўчыне, знача з працавітых, калі поўна скрыня. Няхай поглядаюць і сваты, і гості, колькі вышыванай, любай прыгажосці. Раненько встала, хоть и не будила матуля, гладью рушничок вышивала, мне годы лечила зязюля. Гладью рушничок вышивала, мне годы лечила зязюля. Вышила на белым обрусе я волошки синие в поле, вышила лясы Беларуси, стройные на дневном тополе. Вышила лясы Беларуси, стройные на дневном тополе. Белые кашули, рукавы в заборы, пазуха скрозь-накрозь вышита узором, черным и червоным, в василечке синим, ровненько при боку зложенные у скрыни. Некалькі настольниц з натанчайшай пражы, а у кожнай колер і узор інакшы. Вось, здаецца, свыням на столы послал бы и гостей жаданых запросил на лавы. Пироги поставил, частовал бы медом, гонорился працей и хорошим родом. Хлебный соль, вышитый обрус, хлебный соль, мать и Беларусь. Хлебный соль, мы поносим вам, хлебный соль, наш поклон дорогим гостям, хлебный соль, наш поклон дорогим гостям. Дивано уже стольки, все паленее волной. Глянешь, як на небе, зелено, чаровно. То узором черным, по утку зеленым, то по белым синим, выросой замгленым. То у венки, в олени, нейк перебирана, быццам не руками,
а машиной ткана. То с одной волны, диваны на сани, ярые, як вишни, кутасы звисают. Держателя ночь, на новый диван диваноча, ходили удаль полевую, собирали красу весновую. Ходили удаль полевую, собирали красу весновую. А хустаў, як макаў, розных шалянолак, здём яшчэ дзявочых, сініх і бурдовых. Цёмныя ў цэркву, калі пост надыдзе, ясныя як сонца, тыя на Вялікдзень. Кветочки, юрліні, колосы і зелень. Тыя ісці ў гасціну, тыя на нядзелю. Ясный шелк на свято, а паркаль на будень. Ёсць у чым, бабусі, паказацца ў людзі. Стяжиночки до крыницы, с поля шла девчиночка по водицу, светлорусая сама, як цветучая весна, хусточцы белой чаровница. Светлорусая сама, як цветучая весна, хусточцы белой чаровница. Вось ляжаць ля хустаў, скручаныя роўна, горкі саматканых паяскоў чароўных, у ёлачку, у пчолку, вузенькіх, шырокіх, каляровых, розных, не палічыш вокам. Паясочак сіні недзе абгатулі, а чырвоны, яры, мужу да кашулі. А вось гэты, гожы, доўгі, з кутасамі, падпярэзваў святам бабін брат часамі. Загудели дуды, гусли заиграли, брат скакал, а с ветром кутасы летали. Запрашаем вас на фотку! І зноў хусты, палотны, рушнікоў ці мала. Всё гэта дарылі бабулі бывала. Гэтакі абычай і сёння не згінуў. Без гасцінца людзі не ідуць у гасціну. Ці то маладога войска прызываюць, ці далёка сына з хаты выпраўляюць. Дорать на родины и на новоселье, дорать на крестины, дорать на веселье, батьков молодого и сестру, и брата, дорать музыкантов, щедро дорать свата. Гуляють весілля, п'ють сябри недаром, дорать все от сердца молодую пару. Дружно при гостине п'ють, п'ють, говорять, вийдуть, потанцують И все дорать, дорать. Дякуємо за увагу. Навіки дякую вам. Народний театр «Голос». Ну что ж, поважаныя сябры, а мы з вами зноў знаёмимся з нашим
нашими поэтами. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие гродненцы. Позвольте поделиться с вами двумя стихотворениями на осеннюю тематику. Как соблазнителен кленовых листьев ворох, туда нырнуть бы с детским озорством, устраивая весело и шум, и шорох, запоминая радость на потом, вдыхать глинтвейн из аромата клена, и небо синь, и воздуха хрусталь, не прячась от прохожих удивленных, не думая о том, что даст нам даль, смеяться, петь и не грустить о лете, и даже юность не жалеть векам. Благодарить за все, пусть дни вот эти возьмет на блики времени река. И еще одно Октябрьскому парку. Золотые кудри парка в октябре напоминают мне лицо ребенка. Ласкает солнце их во сне, и улыбается мальчонка. Он и золотой, и молодой, еще далеко увядание, искрится искренней рекой, даря прозрачное сияние. И мне порадовать дитя игрой, игрушкой или конфетой, он по-есенински, шутя, назначил встречу мне на лето. Парк обнимает хулигански, подставив бархатную щеку, и делится по-христиански последним золотым потоком. И с детской щедростью меня он наполняет вдохновением, соборным чугуном звеня и золотым сусальным пением. Спасибо, дорогие друзья. Вялікі дякую, Антоніна. Такі вельми пригожі у вас верші. Пасля іх хочацца ці пець, ці пачуць нейкую мелодыю. У нас по праграме танцы. Але я думаю, што гэта не горш, таму што так крышачку зімна стала. Сябры, хто хоча сам научиться погреться? Мы все равно не отстанем, пока всех не научим. Никто не хочет, культура в массе. Разбираем. Кто хочет, сам, кто не хочет, сам тоже запрошаем, будем греться. Греться, 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 греться. Маленечки могут затанчивать Давайте я нашей вас совушкой. запрошу. Вы ходите еще, фотоете, Я вас научу, пошлите, милая моя. Это ж бесплатно. Ну, давайте другую ручку мне. У нас девчоночка, я так разумею, так само хочет затачить. Почекайте. Почекай, маленечко, почекай. Так, ты чекаешь маму? Що? Не ласка, музика.
сугравацца наступны танчык вальс, калі ласка. Дякую, великий. Хто вміє танцювати вальс? Як хочеш можна танцювати. Ладно, можна не по-нашому, можна по-вашому. Хто хоче? Коли ласка, запрошай. Культура в маси, як завжди. Это бесплатно, я нагадываю. Это дело такое, у нас добровольное. Хочешь не хочешь, а надо бы спробовать. Хоть разочек. Девчата, выйдите, погрейтесь. Я уже стоит красный нос, но честно сказать, позамерзаете. Пошли, милая моя, кидай эти книжки свои. Честное слово, сейчас научимся. Став. О, все. Сейчас пойдет движуха. Пакуль у нас вучаться еще удзельники, я тут почула краем вуха, вы ведаете, хочу похвастаться. До нас подходят, ну, такие, я так не знаю, разумею, что не профессийные у библиотечной справе люди, и пытаются тут продажи. Нет, тут все бесплатно, як ви і казали. Подходите, коли ласка, знайомьтесь з літературою, вибирайте на свой густ. Сегодня все только для вас и бесплатно. Ну, а нам, коли ласка, вальс. Все, дякую, великі. Давайте доведу до місця. Велике дякую. Отдел виданню на замежных мовах. Ён так и называется. Калі ласка, представники этого отдела, мы чекаем вас тут. Расскажите нам, калі ласка, про свою справу, про свой отдел. Нет, давайте как в центр, как мы вас бачили, так и так. Проходите, проходите, я все подам. Калі ласка. Здравствуйте, уважаемые гродницы, наши любимые читатели. Сегодня я с гордостью представляю изюминку нашей любимой библиотеки, отдел изданий на иностранных языках. Итак, если вы знаете или изучаете иностранные языки, то тогда вам к нам. Потому что в нашем отделе представлены книги на более чем 70 языках мира, и это более 200 тысяч экземпляров.
Если ваш ребенок приходит к вам с грустным лицом и говорит: «Мама, мне скучно», тогда вам к нам, потому что именно в нашем отделе представлена самая современная техника. Это планшеты iPad и приложения к ним. Это виртуальная реальность, 3D-ручки, 3D-принтер, очки виртуальной реальности, множество настольных игр, а также электронные конструкторы для любого возраста. Ну и, конечно, если вы хотите быть в тренде, вам обязательно нужно посетить, побывать в самом посещаемом в Гродном месте, это мемориальная покой Лизы Ожешко. И это тоже у нас. Поэтому, когда вы прогуливаетесь по улицам нашего города, обязательно зайдите на Ожешко 17, в отдел изданий на иностранных языках на 2-м этаже. Поэтому увидимся в отделе изданий на иностранных языках. Большое спасибо. Супрацоўнік музычнай школы номер 2 Анжеліна дорыць вам сваю творчасць. А між тым, калі ласка, вы можете праходзіць, знаёміцца з літаратурай. Вас чакаюць романтычныя творы, творы па вашаму густу, тое, чаго цябе просіць ваша душа. Вялікі дзякуй, Анжеліночка. Такая у нас атмасфера была, правда, калі гучала гэтая мелодыя. Ведаеце, я адразу сябе ўявіла, быццам бы я сяджу каля каміна,
читаю свою любимую книгу, у меня в руках такая теплая гарбата, одразу мне стало так утульно і добра. Сподіваюся, що у вас так само були такі ураження. А між тим ми працягваємо знайомити вас з нашими поетами. І зараз я хочу запросити сюди, на нашого вольного мікрофона, молодого поета, це Богдан Павел. Калі ласка. Хочу повішуватися з усіх святами і прочитати два свої вірші. І перший вірш про кохання, бо, на мой погляд, кохання рухає нашим життям. Моїй дівчині, мой ковчег, мой світ ясний, азбука любві, в острие стріли, сучасний худкоплинний млин, жито, сосни, птушка у небі і узмах крила, світ, який мені так потрібен, назавжди моя. Хмари, дождик, гром весновый, твой веселый смех. Я принял твои оковы, ты моя навек. Ты вечерняя прохлада и спекотный день, непоуторный водор сада и гаючий тень. Листопад и лист медяный, восвіти зерниц. Я тобі навек отданий з пахом медуниц. А другий вірш присвячений нашій з вами любимой і пригожій країні. Дремле в тишині листьовий лес, у широкім полі жито спіє, і душою відчуває чоловік тое, що зусім не розуміє. Ну скажіть, як тут зрозуміти, від чого на серці осолода, коли прийдеш ти в тянистий лес і покинуть його вельми, вельми шкода. Хороше присісти у гэтый час на сухий пяньок альбо галінку і зауважить, як могутний вяз обдимає кволую рабінку. Ну няўжо на свіце ёсць такі край, як наша Беларусь, прыгожий, дзе шапочуць з ветрам хмызнякі, дзе шчаслівым быць спрадвеку можна. Беларусь, які цікавы край, з мужным, працавітым, добрым людам, закаханыя ў цябе. Ты гэта знай, ведаю, што ты для многіх станеш цудам. Дзякуй вялікі. Великий дякую. Почекайте, калі ласка. Ви ведаєте, я редко бачу таких молодых поэтов. Дозвольте з вами, крышечку перемовиться. Да, можно до микрофона. Подскажите, я так разумею, свои верши, то понятно, что вы читаете. А кого, з поэтов, ці, може, з письменников яшчэ читали апошні раз? Я вельмі люблю читаць наших беларускіх класікаў. Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас. Ой, гэта вельмі прыемна чуць. І іншых таксама. Вельмі много так. читаю. Вельмі прыемна, што у нас маладыя людзі читаюць класіку літаратуры. Гэта, я думала, што такого ўжо не было давно, але вось, калі ласка, усё побач з намі. Вялікі дзякуй вам, Павел. Поважаныя сябры, вы памятаеце, я казала, што у нас такая рубрика ёсць «Прапануем пачытаць». Гэта калі нашы чытачы звяртаюцца да нас, оставляюць свае заявкі для таго, каб падзяліцца сваім уражаннем аб нейкай літаратуры. Мы ўжо чулі з вами Урбанович Леру, а цяпер у нас заяўлена Мазоль Ірына. Калі ласка, Ірына, вы недзе тут на пляцоўцы. Калі ласка, падыходзьце да нас. Почекайте, Ириночка, я зараз вам отрегулюю микрофон. Угу. Здравствуйте. Добрый день. Вы жихарка Гродно, так разумею? Да. Угу. И я так разумею, глядячи на то... Это моя доченька Таня. Мы уже с детства, 7 месяцев, она как-то любит книги, слушает. И мы все это время посещаем именно нашу детскую библиотеку на Советской 25. Я хочу сказать спасибо большое сотрудникам и библиотеке, что у нас есть такая библиотека, где мы можем прийти, взять бесплатно книги. Там очень огромный, большой выбор литературы.
Огромные книги, большие, играющие, музыкальные, пищащие на любой вкус и цвет детей. Также мы посещаем еще мультисейл «Совушка», это лего-конструкторы, это, наверное, уже с 1,5 года. Спасибо вам большое за то, что есть такой выбор, и приглашаю всем, советую всем посетить, посмотреть, я уверена, равнодушной не останется никто. Велике дякую, Іриночка, велике дякую тобі, малышечка Тетяна, так розумієш? Танечка, що завітали до нас, що читаєте, це так само вельми приємно чути, і далі вам асалоду читання разом з нами. Спасибо большое. Ну що ж, побажані сябриці, готові ще раз потанчити? Так, може, так, да. Артисти у нас так завсюди готові, так, ну, запрошую вас туди, вниз, коли ласка. Ты ж мне, кто еще хочет? Это бесплатно, последний раз, я нагадываю. Больше все, больше не будет. Кто хочет? Мужчина хочет, выходите, коли ласка. Запрошаем еще. Кто еще? Все жадающие, коли ласка. Это уже все, после этого мы пойдем. Больше нас не увидите. Кто же? А тут партнершу сейчас вам выдадут, вы не переживайте. Это дело такое. Не стесняйтесь, выходите, все просто. Все просто. Справа такая, становимся в один рядок, у линеечку, один за одним, у линеечку, один за одним. О, гедик. Хто ще? Я. Что там уговорить не можешь? Девчата стоять. Девчата, милые. Пошлите, это ж ваше свято сегодня такое, что кто там еще утекал, вы утекали? Стоять, я и там догоню. Ходи, и что? Я каждый день танцую, мне так нравится, боже мой. Каждый день, я не отхожу. Становитесь, коли ласка, становитесь. Сябры, зараз мы с вами затанчим польку качан. Качан капуста. Будете заворочиваться вот так вот, как капусточка. Гэты качан танчили звычайно на весельях. Это качан лечился танцем магічним, его коли заворочвалися так, жадали молодым, там, знаете, то есть все, каб хатку побудовали, ще каб что зробили. А так как мы сегодня с вами танчим, молодой пары тут у нас нема, мы с вами, знаете что, будем заворочиваться и один одному пожидаем муцного здоровья, бадьорости духу, всего самого-самого налепшего. Как такие мероприятия каждый день. Я буду приезжать, вы будете чекать, и мы с вами будем танчить. Полька качан, коли ласка, поехали!
займайте ваше место на нашем святе, читайте книжечки, подыходьте. Всего самого наилепшего. Думаю, что все погрелись. Запрошаємо до мікрофона Маринець Алену. Калі ласка. Добрый вечер, шановні гродинці. Як ваш настрой? Я не чую вас, як ваш настрой? А скажите мне, коли ласка, ці правда, что самый пригожий, самый квітнеючий, самый таленовитый, самый утульный город у свете – это Гродно? Не чую? О, і я так само так лічу. Засумували ми трошки по святам, але нічого, я сподіваюся, що хутка усі будемо здорові і все вернеться на круги свої, як кажуть. І ось цей вірш я присвячаю моєму любому городу Гродно. Гей, 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 городня, гей, 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 дарання, веселей гуляй, звені разом з нами допоздна. От притоков звонких рек до полев гулливых я тебе пройду стяж, край мой родный, милый. От світанку и до зорок мы с сябрами разом про Принеманский наш край песнею расскажем. Веселей гуляй, звени, город родный, стародавный, любит край Принеманский, шмат национальный. Веселей будь народ ранком звонким, росным, днем спогадливым шануй, лёса уж шматголоссе. Булки вузенькие у нас, что не разминуться, при сустречиках обняться, щиро усмехнуться. И литовец, и поляк, грузин, и молдаванин сустракаются у нас родными братами. Украинец и татарин, армянин и русский скажут весело все под польку белорусскую. Веселей гуляй, звени, город родный, стародавний, любый край Принеманский, шмат национальный. А зараз я хочу усіх запросить у Восінський белорусский лес. Тишиня, де часом ветрик пробежит, мільгне між древ, і листочок то з березки, то з дубочка оборве. Кольки фарбов тут у лесе, пригожей ні день, нема. Надышал костричник месяц, згиб, і осінь надышла. І по небі, як по морю, птушки з граями летять. Так не хочеться їм, любим, знов родиму покидать. Вунь турбується, смуткує гусел белорусский птах, і он сям'ю в полет рихтує, провірає кожен взмах. І медведь залез у яму, і баверка дом знайшла, ти одно грибочки смело виглядає з-под галля. Стали хліпкими дороги, дробний дощик тершить. В осінь час моєї тривоги, як жила, як треба жити. Доброго всім настрою! Дякую! Я попрошу Алену затрымацца и хочу сказать перед усімі. Алена в гэтым годзе удзельнічала уже в который раз у міжнародным конкурсе які праводзіцца ў России, у Ростовской области, называется «Берега дружбы». И она з'явілася фіналістам. Яе вершы и пераклады з рускай мовы на беларускі прыйшлі з России у гэтых книгах. А таксама диплом фіналіста. Я хочу вручыць Алене. Дякую. Великий дякую, Алена. А наступная поэтесса, которую мы запрошаем до нас сюда, до микрофона, это Игнатюк Катерина. Калі ласка, просим вас. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада присоединиться к такому значимому, на мой взгляд, мероприятию. Книга, чтение на самом деле играет очень и очень немалую роль в жизни каждого человека. Изначально хотела бы прочесть одно стихотворение, природное, пейзажное. Еще не осень, но уже не лето. Пришла великолепная пора. Все росная прохлада по рассвету, удушливая по полдню жара. Задорный ветерок с листвой играет и гонит вдаль кудряшки облака. А лето потихоньку умирает былинкою под танцем мотылька.
Еще не осень, но уже не лето, и пахнет лишь дождями и тоской, и солнце дарит жадные приветы, и среди листьев плещется покой. Душа еще поет, ведя к рождению, но песня уже не звонкая, не та. Уже слышны в ней нотки сожаления, прощанья нотки, стихла суета. Еще не осень, но уже не лето, и травы раскачали небеса, под ветра колыбельные куплеты, стремится к увяданию краса. Нет больше ярких искр звездопада, не слышно детских криков у воды. Природа утомилась, ей отрада склониться, как засохшие цветы. И еще одно стихотворение. В силу того, что праздник наш действительно посвящен именно чтению, именно книгам, человеческий мозг не отличает прочитанное от пережитого. Когда мы читаем классическую литературу, наш мозг воспринимает прочитанное как наш пережитый опыт. Соответственно, особенно важно для молодого современного поколения. Чем больше они будут читать, тем опытнее, а следственно, тем стрессоустойчивее они будут. Поэтому решила я сейчас прочитать одно стихотворение, навеянное романом Ги де Мопассана «Милый друг». Поединок с собой. Сердце тонет в одиночестве. Грудь сдавил хомут усталости, не сбылись еще пророчества, а случись, и разбежалась бы собирать крылами белыми в небе жемчуг перламутровый. Я не дерзкая, не смелая, не ищу средь звезд отличия и вдыхаю ложь умелую, опьянев до неприличия, и в луну стреляю стрелами, словно в душу бесприютную. Ветер свежий нежно ластится, будоража кровь горячую. Ты всего лишь соучастница, молчаливая, незрячая. Семафорят мне пробелами речи разума попутные. Говорят, ты точка доступа на пути целенаправленном. Пьешь наивно яду досыта и не видишь, что отравлено. Я услышала, прозрела. Сгинь, любовь сиюминутная, я убью себя беспечную, не оставив шанса пламени, чтобы вечность бесконечную искры страсти не расплавили. И не дам надежность зрелую заменить мечтою смутную. Велике дякую, Катерина. Я запрошаю сюди наступного виступоўцу. І гэта паэтэса, яна прадстаўляе аб'яднанне «Надзея». Мы запрашаем до микрофона Наталью Васильевну Горбачеву. С праздником наша любимая областная библиотека. Великий дякую! Город мечты. Посвящается, конечно, нашему любимому городу. Город мечты – это город поэтов. От стариков и до малых ребят в строчках взволнованных, водах, в куплетах славим страну, расцветающий сад. Город мечты – это музыки город. В залах концертных Огинский, Шопен, вечная музыка. Век ее долог в залах концертных средь замковых стен. Город мечты – это город-художник, родина скульпторов и мастеров. Каждый искусство сегодня заложник, и к созиданию каждый готов. Верю, под мирным и ласковым небом скоро наступит пора красоты. Будешь таким ты, каким еще не был, Гродно, сияющий город мечты.
Браво! И еще одно осеннее, тоже, конечно, гродненское. Листопад в старом парке, где стоит Желибер. Лист кленовый у арки, в ярких сполохах сквер. День осенний холодный уплывает в закат. В старых улочках Гродно шелестит листопад. Листопад, как забвение ясной же летней поры, словно проникновение в чудных сказок миры. Отодвинь занавеску и веди за собой поэтических всплесков костер золотой. И живи ожиданием зимних сказочных дней, когда лесу молчание всех эмоций сильней, когда в яркую просень влюбляемся мы. Листопад — это осень накануне зимы. Браво! Вялікі дякую вам за цудоўныя вершы. Ну што ж, паважаныя сябры, хутка скончыцца наше свята, і напрыканцы мы хацім сюды запрасіць чалавека, які ўзначальвае гарадское літаратурнае аб'яднанне «Надзея». Гэта Святлана Глембоцкая. Калі ласка. Дорогие гродненцы, прекрасный день, немножко холодный, но все равно замечательный. И в такой чудесный день, который посвящен празднику книги и празднику нашей прекрасной библиотеки, хочется прочитать стихи о малой родине. Малая родина в памяти росчерком. Малая родина, малая родинка, прямо на сердце. Иначе скажи, малая родина в памяти росчерком. Ты не подумай, пустяк, миражи. Малая родина мстит нам бесплодием. Жито не сеют и в хатах не жить. Малая родина, радость смородины, горечь рябины судьбой ворожит. Малая родина, клен безысподнего, девичьей тайной дрожит, дорожит. Малая родина топчется рощицей, речкою быстрой из детства бежит. Звярніце, калі ласка, увагу, такія лірычныя вершы, а ў версе над намі Клім Журавоў. Просто чудо! Вот вам малая родина. Вы посмотрите, это символ нашей родины. Переведи стрелки часов назад. Переведи. Слышишь, ликует сад. Веришь, не яблонька, а твоя мать хочет руками тебя обнять. Переведи стрелки часов назад. Переведи сквозь года добрый взгляд. Слышишь такие святые слова? Малая родина есть, жива. Поговори, нынче она грустна. Поговори с ней, ты в ее снах. Душу раскрой, не скупись на дела. Будет земелька в ответ щедра. Отцветы молний, какая рожь! Краше земли вряд ли в мире найдешь.
Слышишь такие святые слова? Малая Родина есть, жива. Переведи стрелки часов назад. Синь васильки, в поле лови их взгляд. Тише, колосья чуть слышно звенят. Малая Родина есть, твердят. Спасибо. Вялікі дякую, Святлана. І так, сапраўды, вельмі прыемна, што кожны з нас памятае пра сваю маленькую радзіму. І для кагосьці гэтай маленькай радзімай з'яўляецца наш цудоўны горад Гродна, у якога сёння таксама яшчэ адзін дзень свята, якое звязана з адной з самых лепшых, самых унікальных устаноў у нашай вобласці. Памятаем, што літаральна учора было 190 год з дня заснавання Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Яўхіма Карскага. Мы яшчэ раз віншуем гэту цудоўную установу з гэтай святай, мы віншуем гродзенцаў з гэтым святам. І свае пажаданні напрыканцы нашага кніжнага фэсту вам усім дораць народны фальклорны гурт «Жывіца». Нас у том фильме выдвинули, сейчас задвинуть не могут. Мы коротенечко, коли ласка. Треба признать, треба сказать, рады были до вас завітать. І з пошуттям гуртом спяем, то и что хочем вам пожадать. И с пошуттям гуртом спяем, то и что хочем вам пожадать. Мы вам жадаем, как для ваших дам, спешки не ведал, не врач, не адвокат. И как было вам на осень веку, легко на сердце, тяжко в кошельку. Легко на сердце, тяжко в кошельку. Вялікі дзякуй яшчэ раз са святам, і каб усе тыя пажаданні, што толькі што прагучалі, абавязкова збыліся!